Впервые за историю современной Украины со стороны представителей власти, пускай и местной, мы получили, ну, как бы сказать, такой пророссийский, антиукраинский, антигосударственный отклик на наш праздник. Праздник, в общем, со слезами на глазах. Это День крымско-татарского флага. Каждое 26 июня он отмечается в Киеве, проходят марши, автопробеги. Они проходили раньше и в Крыму до оккупации, и во всех представительствах дипломатических Украины, например, в Канаде, в Страсбурге, и везде, везде, везде. Около МИДа в Киеве висит флаг, рядом с государственным флагом висит флаг крымско-татарского народа, флаг нашей борьбы за свободу, за возвращение Крыма в Украину. И только одно место в Украине оказалось, которое категорически отказалось даже в день крымско-татарского флага, не говорю уж постоянно, повесить у себя на флагштоке рядом с флагом государственным флаг крымско-татарского народа в знак солидарности нашей борьбы за возвращение Украины, в Украину Крыма. Это Новоалексеевская сельская рада, сельский совет Новоалексеевки. Почему я говорю совет по-русски? Потому что, скорее всего, там заседают люди, которые имеют какие-то нежности к русскому миру, судя по их отношению к крымским татарам, точно такому же, как отношение оккупантов в Крыму. Запрещать, не пущать и так далее. Меджлис, Херсонский региональный меджлис, это отделение меджлиса крымско-татарского народа, коренного народа Украины, я напомню, обратился к главе этого поселка Новоалексеевка, который прям почти на админ-границе с оккупированным Крымом находится, к господину Бурковскому Александру с предложением, просьбой вот вывесить крымско-татарский флаг в день флага рядом с государственным, как это делается по всей Украине во многих местах и в диппредставительствах. На что глава сельской рады, подчеркиваю, да, господин Александр, товарищ, точнее, я думаю, Александр Бурковский ответил категорически нет, нет и нет. Что я хочу сказать господину Бурковскому, точнее, товарищу. Я не знаю, где вы были все эти годы, но с момента, когда на Украине победила революция достоинства, с момента, когда Крым попал во временную оккупацию, когда русские танки туда вошли, есть такой лозунг, вы это опять, наверное, не слышали, но я вас просвещу. Два флага, одна страна. Под этим лозунгом везде, и в Киеве, во всех других местах, каждый год 26 числа, 26 июня, проходит поднятие флага, проходят митинги, в которых мы говорим, что мы никогда не забудем, не простим и обязательно вернем Крым в Украину. Видно, вы не разделяете эту точку зрения, судя по вашему отношению к крымским татарам, но ваше положение осложняется одним маленьким обстоятельством. Дело в том, что неуважаемый Александр Бурковский, глава сельсовета Новоалексеевки, в вашем населенном пункте, вверенном вам, проживает несколько тысяч крымских татар. Это люди, которые в свое время не смогли въехать в Крым из-за советских запретов и осели за чертой административной полуострова. Там было проще, тоже с проблемами, но проще было селиться. И поэтому вот после аннексии это единственный населенный пункт в Украине, где реально там, ну, половина где-то примерно населения это крымские татары там, с окрестными селами и так далее. Я хочу вас заверить, товарищ Бурковский, что эти люди не оставят ваш демарш в отношении нашего флага, в отношении флага коренного народа Украины. И вы свое получите, политический ответ на это от нашего народа, от Меджлиса крымско-татарского народа.